Последнее заседание сессии в этом году парламента продлилось почти 6 часов. Перед тем, как приступить к утверждению повестки дня, депутат парламента Илья Гунья предложил внести в нее вопрос о вотуме недоверия премьер-министру Беслану Барцыц. Этот вопрос вызвал у парламентариев долгую дискуссию. После почти 2,5 часов обсуждения депутаты внесли его в повестку дня. Лишь только после этого парламентарии приступили к работе и одобрили бюджеты 5 государственных внебюджетных фондов. Законопроекты были приняты во втором и окончательном чтениях. Проект бюджета страны на 2018 год представила председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр. Она отметила, что этот проект в большей степени социально направленного характера и только частично ориентирован на развитие. Он, правда, является в основном социально направленным, и только частично он является бюджетом развития, но это по объективным причинам, это абсолютно не связано ни в коей мере с тем, что какие-то вот там политические наши предубеждения, отношения. Это объективность. Это объективная ситуация нашего государства. Понимаете, это неудачный сезон, это плохой урожай, ну и так далее. Вкратце я просто хочу сказать, что нами были внесены в проект бюджета на 2018 год буквально небольшие изменения. Я вот так вкратце их озвучу. Изменения были внесены в ходе работы над проектом, коснулись исключительно, значит, контрольной палаты, сметы парламента, Республиканского центра народного творчества и независимых СМИ. Депутат Баталтапагу отметил, что при всех минусах бюджета проголосуют за него, так как это, по его словам, необходимо сделать. На сегодняшний день у нас происходит, на мой взгляд, это стагнация. Это экономический процесс. Суть стагнации состоит в том, что экономика из прогрессивного состояния происходит застойная, не характеризуется никакими переменами. Стагнация может продолжаться от нескольких месяцев до нескольких лет. И если в рамках экономической системы не будут приняты меры по его преодолению, то стагнация придет к кризису и упадку экономики. Характерными чертами экономической это замедление экономического роста, темпы роста замедляются, сфера занятости и трудоустройства деградирует, общий уровень жизни населения снижается. Происходит это не резко, как при кризисе, но стабильно и неуклонно. Обычные методы экономические для решения таких вопросов невозможно. Уровень жизни будет ухудшаться, и уменьшение бюджета будет налицо. Соответственно, будет тяжелая ситуация в стране. В итоге во втором и окончательном чтении 28 депутатов проголосовали за принятие проекта закона о бюджете Абхазии на 2018 год. В окончательном чтении парламент принял поправку в закон о воинской обязанности и воинской службе, предусматривающую для репатриантов двухлетнюю отсрочку от призыва в ряды абхазской армии. Тайным голосованием парламентарии избрали Манану Делба на должность судьи Верховного суда Абхазии. После рассмотрения повестки дня депутаты вернулись к вопросу о вотуме недоверия премьер-министру. Президент уверяет нас в том, что у нас дела идут неплохо, а станут еще лучше, если исправить отдельные упущения. Проект же бюджета говорит о том, что в Абхазии идет усугубление проблем, спад экономики, и что мы выживаем исключительно благодаря российской помощи, которая, кстати, тоже сокращается. Президент говорит о необходимости программного подхода к развитию государства, о том, что необходимо следовать стратегии социально-экономического развития, что Кабмину поручено разработать отраслевые программы, что на это же направлена программа, известная под названием «25 шагов». А в проекте бюджета нет ни малейших признаков финансирования каких-либо программ и тем более их реализации. Позволю себе напомнить, что президент шел к власти под лозунгом о необходимости опоры на собственные силы и увеличения собственного бюджета. И в послании он говорит, что Абхазии нужен постоянный экономический рост, что нужно переходить от политики освоения средств к политике развития. Правительство, видимо, вовсе не в курсе таких намерений президента. Оно занято почти исключительно освоением средств, а показатели наших собственных доходов в сравнении с прошлым годом снизились почти на 1 миллиард рублей. Не аргументированные, не конкретных фактов. Когда депутат Гунья зачитывает и говорит, что ищет в бюджете, почему нет денег на реализацию программы «25 шагов», программа, которая не утверждена, проект, который направлен в парламент, чтобы представили свои предложения,
профильные комитеты, в том числе и комитет, который вы возглавляете, который не рассмотрел, но ищет финансирование. Сама подача постановления, не буду уже повторяться, говорить о нарушении процедуры, которая очевидна, что в последний момент перед началом заседания даже материалы, другие дополнительные вопросы все были размножены. Это постановление, наверное, с грифом «секретно» было. И инициатор сегодняшнего постановления присутствовал, когда премьер-министр был при рассмотрении бюджета, проекта бюджета расширено. И ни один вопрос ему даже не задал. Но это уже как бы его личное право задавать вопросы прямо или это в такой форме заочное обвинение. Никаких аргументов, которые в преамбуле постановления, ни фактами, ни цифрами ничего не подтверждено. Вместе с тем, присутствующий на заседании сессии вице-премьер Беслан Эшба назвал несостоятельными обвинения правительства в проведении непоследовательной экономической политики. По его словам, для того, чтобы давать такие оценки деятельности правительства, нужны четкие обоснования. Вопрос медицинского обеспечения буквально сегодня, помните, да? По-моему, вы ставили этот вопрос. Сегодня задолженность закрывается за счет резерва президента. Решение также принято. Все вопросы, которые были вами поставлены на всех комитетских слушаниях, они все учтены в бюджете. Говорить о перспективе следующих поправок в бюджет также оговорено с председателем комитета, что в первом квартале будут представлены предложения, которые мы или кто-то другой в нашем лице также готов будет, наверное, с вами обсуждать. Депутат Александр Анкваб высказался в поддержку инициативы депутата Ильи Гуния, но вместе с тем заметил, что для принятия серьезного решения о вотуме недоверия к председателю правительства нужны веские основания. На мой взгляд, правительство и те фигуры, о которых мы говорим, находятся в плену некоторых заблуждений. Возможно, эти заблуждения добросовестны. Это требует настоящего анализа, да? Анализа экономического, финансового анализа требует. Одно из таких заблуждений, на мой взгляд, следующее, что мы увеличили собственный бюджет в 2 раза. Поторопились. Не только с точки зрения практики, поторопились с точки зрения элементарных законов экономического развития. Вот главное мое заключение по этому поводу. Что касается отставки, я голосовал за включение этого вопроса. Вот мне, с точки зрения моей и на основе моего, в общем-то, правового положения, я бы сделал так. Прав представитель президента и те, кто не был согласен с необходимостью этого обсуждения сегодня, при всем при этом к заявлению надо приложить экономическое обоснование. Оно может быть сделано по итогам года экономического, бюджетного, финансового, как угодно. Это можно сделать очень легко. Депутат Дмитрий Дбар в свою очередь отметил, что пора уходить от практики свой-чужой и набирать на работу квалифицированных специалистов. Если Абхазия не уйдет от практики свой-чужой и будет подходить к практике специалистов, у нас специалистов в Абхазии достаточно, образованных людей тоже достаточно. Но по сей день, Еремеевич, мы в той практикой выходим, что это не провластный, этот оппозиционер, этот родственник оппозиционера, это родственник провластного. Поэтому мы не можем подобрать себе нормальные кадры и сформировать правительство и все остальное, потому что к вопросам мы подходим именно вот так. Сегодня для нас сюрприз. Нам говорят о том недоверии правительству. Да, я один из тех людей, которые четко отмечают вопросы, касаемые сельского хозяйства, экономики, касаясь финансирования. Те отрасли, которые необходимы для того, чтобы создать рабочие места, для того, чтобы создать в нашей стране производство.
мы часто обсуждаем в рабочем порядке с нашими коллегами из исполнительной власти. Но когда мы говорим о вотуме недоверия правительству, мы говорим о том, что уйдет, если мы примем, что правительство уйдет в отставку, мы лишим возможности тем самым, опираясь, допустим, не те или иные непрофессиональные отношения из руководства исполнительной власти, как нам кажется, но мы лишим возможности работать всему правительству Республики Абхазия. Они фактически все уйдут в отставку. Мы говорим о том, что это колоссальное количество людей-специалистов со своим образованием, со своими знаниями, со своим опытом работы. И перед Новым годом, перед Рождеством мы сделаем такой сюрприз, мы всех отправим домой. Вы знаете, я к этому не готов. В итоге в ходе тайного голосования из 20 голосовавших депутатов 16 высказались «за», против проголосовали 2, и 2 бюллетеня оказались недействительными. Для вынесения вотума недоверия правительству было необходимо минимум 18 голосов народных избранников. Рената Шакай, Тимур Гугухи, Саида Гухава, Абхазское телевидение.